Доброе утро, друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». С вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня среда, 11 декабря, Новый год все ближе и ближе. Да. И, что самое интересное, я заметила, что, кажется, потеплело на улице. Да, Да, Максим? кстати, да. Давайте перейдем к знаменательным датам. Первая дата. Первая дата сегодня замечательный праздник, настроение, скажем так. День танго. Он отмечается 11 декабря в честь дня рождения аргентинского певца и киноактера Карлоса Гарделя, знаменитого короля танго. Существует несколько версий о происхождении данного танца. Самая распространенная из них — это то, что изначально танго появилось в портовых пригородах Буэнос-Айреса, где на стыке 19 и 20 веков встретились и сплелись в одно целое культурные традиции многих стран. Это ритмы кубинской хабанеры, африканской кандобы, аргентинской милонги, испанского фламенко и некоторых других европейских танцев, завезенных иностранными матросами в этот порт. Ну а что касается короля танго, то именно Гардель после переезда из Аргентины в Европу представил этот танец Парижу. И оттуда этот танец танго начал свое триумфальное шествие по странам и континентам. Хотя, конечно же, в России и почему-то в Германии в 20-30-е годы прошлого века танго танцевать запрещали. Этот танец считался чем-то таким мещанским, ханжинским и даже неприличным. Но, тем не менее, сейчас танго продолжает триумфально шествовать по всем площадкам мира, потому что этот танец выражает страсть, чувства, рождается на подсознательном уровне, немного спонтанно, как бы сам собой, создавая ощущение иной реальности. Более того, этот танец настолько популярен, что в 2009 году по решению ЮНЕСКО танго, как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций, был внесен в список нематериального культурного наследия человечества. Так что вот непростой такой танец. Да, захотелось прям танго потанцевать. Порепетируем как-нибудь. Да. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых я еще не бывал. Слова великого Владимира Высоцкого как нельзя лучше описывают любовь многих к этим величественным фигурам. Действительно, сегодня отмечается Международный день гор. Горы занимают практически 1/4 поверхности суши и играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом 15% населения. Горы – это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли. А еще они неизменно влекут на свои склоны альпинистов и туристов. Мы хотели бы, напомнить вам про наш номер WhatsApp. В прямом эфире вы можете вашим друзьям, родственникам или знакомым передать привет или поздравить с чем-либо по номеру 8 914 279 22 62. Да, друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. Максим, мы вчера, помнишь, с тобой говорили о том, что лучше, искусственная или натуральная елка. Я думаю, что наши телезрители свой выбор уже давно сделали. А вот сейчас хотелось бы посмотреть на экран и увидеть супер оригинальные решения по этому вопросу. Да. Если вас не устраивает традиционный подход к зеленой или к пластмассовой, вы можете у себя установить нечто подобное. Смотрите, это явно медицинская елка, а это явно елка, спрятанная от детей. Видите, на косяке указан рост. Вот это немножко дизайнерский лофтовый стиль, да? Ну, это вот вообще, когда, видимо, кошки себя плохо ведут. Мягкое для уютного хюгге интерьера. Даже так? Да. Ну, и немножко аскетичное, но, с другой стороны, оригинальное. Можно в офисе, кстати, повесить, да? Ну и, собственно, вот, видимо, от кого спрятали. В моем случае, видимо, будет такая елка дома, за решеточкой. Очень красивые, дизайнерские и очень милые, деревянные. Тебе, Максим, какая больше понравилась? Мне что-то по дереву больше всего нравится, действительно. Ну, действительно, его можно как бы смонтировать на стену и, наверное, даже украсить как-то лаконично. В мужском стиле. Как сказала Женя, уже сегодня немножко потеплело. Давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы -32, -42, днем -32, -31. Заречье -35, -46, днем -33, -39. Южные улусы -24, -38, днем -22, -30. Вилюйские улусы -22, -36.
днем минус 23, минус 37. Нижнеленские улусы минус 39, днем минус 36, минус 46. Западные улусы минус 19, минус 27, днем минус 17, минус 20. Просто лето какое-то. Колымо-Индигирские улусы минус 22, минус 49, днем минус 15, минус 39. Янские улусы минус 42, минус 48, днем минус 27, минус 42. Северо-западные улусы минус 36, минус 45, днем минус 30, минус 44. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 37 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем ожидается минус 36, минус 38 градусов. Действительно потеплело, ура! Друзья, успевайте за подарками, пока снова морозы не ударили. Можно по-быстрому налегке. Но если будете покупать подарочки, не забудьте про милые сувениры. Вы можете приобрести для близких, друзей или там, не знаю, коллег по работе вот такие харысхалы. С пожеланием удачи, здоровья, счастья. Это магнитики, кстати. Да, и при этом вы можете выиграть замечательные совершенно призы, например, как Hyundai Solaris, либо ружье 155 МР, iPhone или денежные призы в размере 50 и 100 тысяч рублей. Вложите немножко денег и побалуйте себя. Но еще хочется напомнить, что компания НВК «Саха» запускает проект, приуроченный к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Друзья, наверняка у кого-то из вас сохранились раритетные письма ваших родственников, дедушек, прадедушек, которые они писали вам в далекие 41-45 года с линии фронта. Пожалуйста, отсканируйте их, откопируйте и отправьте на адрес нашей редакции utro@mail.ru. Ну или если вы живете в городе Якутске, можете даже пешком к нам прийти. Орджоникидзе 48, кабинет 201. Проект будет очень замечательным, душевным. Подготовим, посмотрим. Да. Тема нашего разговора «Шаг в будущее 2020». Одной из самых масштабных и значимых площадок для детей школьного возраста, которые видят себя в рядах инноваторов, создателей современного и грядущего общества. И у нас в гостях участник конференции «Шаг в будущее 2018» Анатолий Лукин, студент второго курса СФУ Института естественных наук. Доброе утро. Доброе утро, Анатолий. Ну как настроение, проснулся? Да, проснулся уже в 6 утра на ногах. Ну ты ранняя пташка, и мы чуть-чуть попозже, кстати, узнаем, почему этот каламбур к тебе очень хорошо относится. Анатолий, расскажи, пожалуйста, вот с каким проектом ты в свое время участвовал в «Шаге в будущем» и к чему это привело в итоге? Ну так, начиная с 3 класса уже, с мамой, с учительницей, все было в деревне, в Горном Лусе, селе Бектин. И я уже начал с 3 класса уже участвовать в таких научно-практических конференциях, в школьных этапах. И уже в 4 классе уже попал в республиканский этап. И для четвероклассника это большой успех, скажем. И уже начиная вот с 4, 5, 6, 7, 8 у меня были разные проекты про вред Кока-Колы, например, про радиацию, про информатику, про 3D-моделирование. Потом я перешел в другую школу, Берегстявскую среднюю школу. И уже вот с 9 класса у меня была работа по изучению птиц. И на первый взгляд было очень как-то, ну скажем, скучно, да? Ну все же увлекались компьютерами, наверное, в Да, твоем скорее возрасте. всего так. А почему ты решил заняться птицами? Ты был на охоте, возможно, с отцом или как? Ну, птицы, ну каждый ребенок в Якутии, каждый мальчик увлекается охотой. И также я увлекался охотой. Ну и увлекаешься, скорее всего. Ну, да. Свободное от учебы время, да? Да. Да. И уже с 9 класса я начал работать по этой теме. И сначала было по изучению одного улуса, то есть горного улуса. И мы так работали. Сначала мы с другом читали эту работу, прорабатывали, изучали с нашими учителями, с нашими научными А руководителями. какая основная проблема была вот твоей темы? Вот, Да, с чем проблематика ты какая, связывал? цель вот этой работы? В 1925 году в Якутии приехал из Санкт-Петербурга Лев Валентинович Бьянки. Может, слышали про его брата
Валентино Бьянки, его Который брат. писал замечательные рассказы Да. детские. И все этот дом, эти братья увлекались натуралистикой. И Лев Валентинович Бьянки попал к нам и начал работать по Центральной Якутии. Уже начал делать свои маршруты, а также и таким образом мы сравниваем их результаты 1925 года. И начиная вот 2015 года мы уже как бы делаем Сравнение, да? делаем сравнение и анализируем, почему так у нас выходит, почему так. И Ну, о чем динамика говорит? Популяция уменьшилась или наоборот увеличилась? наоборот увеличилась, потому что в 1925 году, ну, по их монографии было 87 птиц в Горном Лусе, Мгм. а в 2015-2016 у нас в Якутии, ну, у нас в Горном Лусе у нас выходит 132 вида птиц. Вот расскажи нам про площадку «Шаг в будущее», Да, в то котором есть- ты участвовал. Вот что это такое, да? У тебя там прям настоящая карьера сложилась, да? конечно. Ну, сначала «Шаг в будущее» сейчас, ну, уже 3 года прошло, как они поменяли, что-то добавили, что-то улучшили, да. И у них сейчас в «Шаге в будущее» сейчас сначала идет проектная защита, да. Защита проекта. В «Триумфе», может, слышали, там даже были свои пробки, когда я участвовал, когда я опаздывал. Очень популярное мероприятие. И после этого я перестал опаздывать, конечно же. Действительно, ты Да. сегодня пришел очень рано на эфир. И, Ну, сделал выводы, молодой человек. Это очень здорово, да. и уже после этого, после проекта, ну, защиты проекта, во второй части мы защищаемся уже на английском языке, потому что сейчас, ну, как бы знаем, английский язык Международные уже- требования, да. И если ты проходишь все эти этапы, ты уже попадаешь на следующий день уже на финальную часть. В итоге, куда тебя твой проект и шаг в будущее привели? Это же просто блестящий результат. Ну, со школьной скамьи, со школьных грамот я попал в Лондонский международный научный форум молодежи. Ага, и этим летом участвовал. Жили мы в Имперском колледже в Лондоне. Это, ну, в 2 километрах от центра. Это довольно близко для Лондона. От одного названия имперское, да, он веет просто. Ну, Имперский колледж был создан королевой Викторией. А также как раз про королевскую семью. Я был единственным представителем из России. Было очень- Даже так, это в 18 году. Да. Не, в этом году. В этом в этом году. году. Этим она летом. победила. Этим летом? Да. Точно. И было очень как-то странно. И до этого я никогда не был за границей. Много-много впечатлений. Ну, слушай, Ну и не голубоглазый Анатолий, блондин, да? наверное, такой вопрос, да, а почему почему в Лондоне выбрали такой проект, да, то есть вот птицы, опять же, чем обусловлен такой интерес? Ну, сейчас в мире у нас происходит очень большая глобальная проблема. Это глобальное потепление, как мы знаем. И нас тоже затрагивает, особенно нашу Наш край, регион. Да. Наш регион, да? нашу вечную мерзлоту, нашу Так как мы мерзлоту. находимся на вечной Да. мерзлоте, да. Ну, И- видимо, лондонцам интересно посмотреть, что у нас происходит. Да. Ну, а ты как оценил, скажем так, ну, систему преподавания, систему взаимодействия со студентами? Как ее можно сравнить с нашей? Чем отличается? Ну, в отличие, у них более такой неформальный подход. У нас как бы все студенты учатся, все они сидят там перед партой, все прямо. А можно по-другому, что ли? Ну, у них там у нас в форуме участвовало 77 стран, и кто-то сидит, кто-то может даже лежать, кто-то сидит на подоконнике, да? Главное, чтобы мозг работал. Да, видимо, главное, да? мозг- Воспринимал информацию. Да. Главное мозг, тишина и как бы сама отдача, то есть отвечать на вопросы преподавателя.
Ну, Анатолий, это очень интересно. Мы будем следить за твоей судьбой. Я знаю, Да. что у тебя большие планы на научную деятельность, на всю твою жизнь. Хочется пожелать тебе удачи. Действительно, твой труд очень важен, очень интересен, действительно последователен, да? Ну, мы бы хотели показать сюжет. Поиск подходящей работы – это тратит очень много времени, это очень трудоемко, да? Тут на помощь приходит Центр занятости или биржа труда, по-другому если сказать, который в последующем выступает как посредник между работодателем и соискателем. Посмотрим об этом. Биржа труда, помимо оказания помощи в поиске работы, выполняет немало функций. Изучает спрос и предложение рабочей силы на рынке труда, предоставляют соискателям рабочих мест необходимую информацию о профессиях, которые требуются предприятиям, принимают активное участие в профессиональной ориентации молодежи, осуществляет учет безработных граждан, производит выплату пособия по безработице или стипендии в период обучения. Если гражданин в установленном законом порядке будет признан безработным, ему выплачивается пособие по безработице или стипендия в период обучения в отделениях Центра занятости населения. Для безработных граждан имеется дополнительная возможность получения субсидий для открытия собственного дела. Для этого нужно пройти собеседование и тестирование, а также предоставить бизнес-план. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, необходимо в часы приема прийти в Центр занятости населения, написать заявление и предоставить необходимые документы. Если гражданин впервые ищет работу, то в этом случае ему достаточно предоставить паспорт и документ об образовании. Если же гражданин уже работал, но был уволен, то в этом случае список необходимых документов расширяется. Паспорт, трудовая книжка, диплом об образовании, документы о квалификации, обученной степени и звании, справка о средней заработной плате за последние 3 месяца по последнему месту работы, ННН, страховое свидетельство. Встать на учет на бирже труда имеют право граждане с 16 лет, трудоспособные, но не имеющие работы и не получающие заработной платы. Зарегистрированный соискатель работы должен посещать Центр занятости 2 раза в месяц в определенную инспектором дату и время. Это делается для того, чтобы ему на регулярной основе могли предложить свободные вакансии, которые отвечают профессиональной подготовке. Если гражданин имеет редкую специальность, либо его квалификация недостаточна для предлагаемых вакансий, могут направить такого безработного гражданина на обучение. После успешного прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена на руки соискателю выдается документ, подтверждающий квалификацию соискателя. Ну вот, дорогой соискатель, ты можешь также обратиться в биржу труда. Мы сегодня в любом случае заинтересованы о том, как ты найдешь работу. Да, это хорошо скажется на экономике всей республики. Но хочется представить вам следующий сюжет. Ежегодно Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» организует очень творческий конкурс. Конкурс рукотворных кукол. И из года в год они находят какие-то новые особенности, новые решения интересные. Что будет в этом году, посмотрим в следующем сюжете. Кукла – воплощение сокровенного мира детства, когда все вокруг представляется живым, волшебным и обещающим чудо. Миниатюрные принцессы, исторические герои и невероятной схожести животные – все это представлено на выставке кукол. Вот уже 5-й год подряд ресурсный центр «Юные якутяне» проводит конкурс рукотворных кукол. Целью конкурса рукотворных кукол является формирование семейных ценностей, традиций семейного воспитания. В этом году в конкурсе приняло участие более 300 детей из разных уголков нашей республики. Нужно отметить, что на выставке собраны работы юных мастеров, которые умеют создавать красоту из самых разных материалов, от текстиля до глины. Очень отрадно было заметить, что у нас участие приняли еще северные улусы, как Эвено-Батантайские, Оленёкские и Алекминские улусы. В этом году еще новизной конкурс у нас была видеопрезентация. В этой видеопрезентации у нас первое место заняли Местникова Виолетта и Осипова Ангелина из Усалданского района с работой Мюрюля и Мюрюченя.
мы подвели итоги по 3 категориям. Это значит, это у нас с 6 до 10 лет первая категория, вторая категория с 11 до 14 лет, и третья у нас категория, это у нас старшие дети с 15 до 17 лет. В этом году были представлены 8 номинаций: игрушки, сувениры, театральные куклы, витринные и другие. Это очень хорошо, что дети, взрослые участвуют, обращают внимание на такие конкурсы. Она довольно рейтинговая, да, то есть собирает большую аудиторию. И удивительно то, что там были еще и мальчики, не только девочки, да, а мальчики обратили внимание и приняли участие. Вот, допустим, деревянные куклы – это работа уже мальчиков. Ученицы 31-й школы города Якутска специально пришли любоваться работами и талантами детей. По их словам, куклы вызывают разные эмоции – радость, восхищение. В общем, очень своеобразно сделали кукол. Некоторые очень красивые. Особенно мне понравилась кукла цветущая. Вообще, зеленый цвет мне очень нравится, да и природа сама тоже классная. Очень удивляет, что дети с 11 лет и младше могут сделать таких кукол так удивительно, можно сказать. Мне очень понравились куклы. Они очень красиво сделаны, очень качественно. Вот. А у них у всех разные там все стили, лица, там одежда и все вот это вот мне очень понравилось. Я восхищена. Раньше я ходила на кружок по дизайну, и я там пыталась взять какие-то куклы, а тут мне понравились очень куклы вот эти вот. Мне нравится, как их делали, и их делали маленькие дети с 11 лет, с 10 лет. Это очень удивляет, как они так делают красиво. Очень мастерски. По итогам республиканского конкурса рукотворных кукол победители награждены путевками в детский загородный оздоровительный лагерь «Кискиль». Наталья Колесова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Ну что ж, друзья, прогресс не стоит на месте. И сегодня мы поговорим о расширении мобильной сети в Якутии. У нас в гостях Евгений Русланович Макаров, заместитель министра инноваций и цифрового развития Республики Саха. Евгений здравствуйте. Как у вас настроение? Проснулись? Доброе утро, да, отлично. Спасибо. Доброе утро. Ну вот прошел брифинг. По итогам брифинга что вы решили? Расскажите. По итогам брифинга у нас приехала компания Билайн, это региональный директор восточного отделения Вимпелком. Мы с ними в прошлом году подписали соглашение, в рамках которого они модернизировали около 300 базовых станций в Якутии за такой короткий промежуток времени, меньше года. И больше 200 населенных пунктов уже имеют мобильный интернет стандарта 4G. 4G, да. Ну а где примерно базируются вот эти станции с возможностями 4G? В основном это центральная Якутия, большие крупные города. Там, где есть, как мы связисты говорим, транспорт, это там, куда дошла оптика. Там, где есть ВОЛС, значит, 4G как бы уже почти доступно. То есть необходимы какие-то технические решения, чтобы 4G запускать в населенных пунктах, правильно? Да, именно. Какие-то условия должны быть. Нужны обязательно каналы связи, устойчивая энергетика, и тогда возможность расширения стандарта до 4G. Вот пока, получается, не вся республика подключена к 4G. Какие еще регионы не включены? К сожалению, нет. Вот, допустим, на севере Якутии, в Арктике, стандарт 4G пока недоступен. Это связано именно со спутниковыми технологиями, с развитием спутников. Я думаю, в ближайшие 5 лет там ситуация должна измениться. Новые спутники выйдут и новые стандарты. А вообще, как государство помогает или способствует тому, чтобы вот эта вот высокоскоростная связь нового поколения все-таки покрыла всю республику? Я понимаю, что у нас огромная территория, отдаленные очень населенные пункты, но все-таки хочется помечтать и представить, что наконец будет легко дозвониться и легко пользоваться там интернетом для коммуникации. Ну да.
Да, совершенно правильно заметили. У нас самая большая республика, почти 20% России. Но, тем не менее, у нас более 80% населения охватывает оптоволоконные линии связи. И где-то 76% населения у нас живут там, где уже есть 4G. Вот. По поводу государства. Мы с 2010 года очень плотно работаем с сотовыми операторами. И при получении лицензии Билайна мы попросили, чтобы они подключили все населенные пункты свыше 200 человек. И это было тоже героическим способом сделано в 2017 году уже. И таким образом 99% населения у нас имеют возможность дозвониться по мобильному телефону. Ну вот сейчас мы видим на экране фотографии, видимо, с какого-то мероприятия по открытию связи, по подключению. Да, это было в понедельник, позавчера. Подключили село Булус, самый дальний населенный пункт Намского улуса, к 4G. Ну, я вижу, что больше всех, по-моему, ребятишки радуются. Теперь можно смотреть мультфильмы через интернет спокойно, да? Там даже сделали конкурс рисунков. А по тарифам, то есть с любого улуса тариф будет одинаковый, да? Да, действительно, тарифы все одинаковые. На всей территории России, я так понял, у всех мобильных операторов тарифы схожие. По поводу государства еще хотел добавить, что мы сначала обеспечили 99% населения сотовой связью, и сейчас как бы уже работаем на качество, уже внедряем стандарты 4G, развиваем мобильный интернет, потому что уже такой стандартный интернет дома сейчас уже немножко теряет актуальность, и уже как бы население требует, чтобы был мобильный интернет. Ну, это удобнее, действительно, да, без экономит проводов, время. со смартфона пользоваться всеми цифровыми услугами, госуслугами, мобильный банк и как бы... Ну, смотрите, следующий год в нашей республике объявлен годом технологий, правильно же, да? Какие-то планы уже намечены в связи с этим важным курсом в плане связи у нас? В плане связи мы также продолжаем строить нашу связь, развиваем инфраструктуру. Уже как бы новые районы пойдут. Это, допустим, мы дойдем до Ушмаи. Уже в конце этого года, начало следующего года будут первые подключения. Очень такой исторический момент, когда оптика пойдет за полярный круг. Строится оптика от Удачного до села Оленек. Это тоже в следующем году? Это в следующем году. О, совсем недолго осталось, да? да? Ну, считай, до Оленька дойдем, а там уже почти со скалах и Северный Ледовитый океан. А вот сравнительно с другими республиками, регионами России, у нас на сколько процент заполняемости 4G? Хотелось бы знать. Насколько мы можем сравниться, да, насколько у нас лучше или хуже? Ну, если смотреть в процентном соотношении, на удивление у нас процент очень высокий, и это отмечают и сами регионы тоже. У нас, допустим, в июле этого года было большое мероприятие «Лидеры цифрового развития». Да? Приехали со всей России, и люди тоже постоянно нас спрашивали, как вы сделали такое большое как у вас получилось, проникновение. Да? Хотя территория такая большая, малонаселенная, труднодоступная. Но, тем не менее... Тем не менее, есть чем гордиться, да? Факты есть факты. Мы работаем, внедряем. И, заметьте, это без большого государственного вливания. Да, это вообще здорово, да? Евгений Русланович, ну спасибо, что пришли, рассказали, порадовали нас. Я думаю, что со Скалах и Тикси уже ожидают. Да. Мы переходим на короткий перерыв, не переключайтесь. Ну что ж, друзья, вы смотрите программу «Новый день». Сегодня среда, 11 декабря. Да, передаем слово нашим коллегам из информационной службы новостей.
Это «Утро на Якутия-24». Мы с коллегами расскажем о самых заметных событиях к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Ресурсоснабжающие организации Якутии бьют тревогу. Положение регионального МинЖКХ о порядке баланса воды приносит огромные убытки. По новому регламенту все данные должны полностью синхронизироваться. Однако на деле оказалось, что это практически невозможно из-за разности биллинговых систем. В итоге ресурсоснабжающие организации не могут отработать общую систему, и само программное обеспечение работает со сбоями. Проблема еще и в синхронизации данных. Их предоставляют сами потребители, но если агентство субсидий находит несоответствие хотя бы по одному человеку, выкидывает из программы весь дом. По этой причине многие коммунальщики еще по полгода не получают законные выплаты. Сегодня они работают практически без финансирования, что в скором времени может привести к закрытию предприятий. Как следствие, город и большие населенные пункты могут утонуть в собственных отходах. Мы сегодня находимся в таких заложниках, когда вынуждены и услугу людям поставить, и негде взять и изыскать ресурсы для того, чтобы заправить наши машины. Это очень сложно. Поэтому у нас на прошлой неделе было заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Да? Мы эти моменты своевременно до руководства доводим, да? И комиссия говорит о том, что да, действительно ситуация сегодня крайне серьезная. Да? Есть предпосылки к ЧС. Да? И нужно нам сегодня объединиться и продумать механизм, именно как мы будем зимовать. Якутия планирует создать в Арктике торгово-логистические центры в 2020 году. Строительство подобных центров поможет снизить цены на продукты и обеспечивать овощами круглый год арктические районы региона. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаил Погадаев. В настоящее время для реализации данного проекта прорабатывается вопрос о займе в размере 750 миллионов рублей с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики. При условии своевременного финансирования ведомство планирует начать реализацию проекта в арктических районах с 2020 года. Как исследовать труднодоступные территории страны? Как научные исследования повлияли на развитие Севера и Арктики? На эти вопросы ответили участники круглого стола «Пути великих свершений» от Московского царства до Великой Российской державы. Мероприятие состоялось в штаб-квартире Русского географического общества в Москве и объединило представителей сразу 15 регионов России. Участники также обсудили итоги работы над исторической серией «Пути великих свершений» и историко-географический проект навстречу 400-летию вхождения Якутии в состав России. Все эти века, оба века, и даже 3 века, Якутия играла огромную роль в истории и в экономике нашей страны, России, Российской империи, Советского Союза. Я хорошо помню ту запись, которую прислали еще во времена царствования после Петровского времени казаки, которые удивлялись, что землю нельзя выкопать, колодцы нельзя выкопать, потому что земля мерзлая. Поэтому новые навыки, новые условия, все это давало основание более широкого взгляда на Российскую империю. И это в этом смысле Якутия была очень-очень важна и интересна. Ну а уже в петербургском здании Русского географического общества представили отчет по следам индигирской экспедиции Сергея Обручева. Советский геолог впервые выделил мощную горную систему, названную впоследствии хребтом Черского. Проводил геологические исследования в бассейне рек Колыма и Индигирка, в результате чего была установлена их золотоносность. По следам Обручева прошли 26 членов экспедиции, в том числе 13 школьников из Уснеры и Тамтора. Их научный подход длился с 26 июля по 24 августа этого года. Мы шли в гору Чон, там ориентировались по фотографиям, шли по его следам, находили разные точки, где он был. И там же мы фактически останавливались. Я занимался разными, собирал камни, минералы, пхи, водоросли, помогал младшим детям, получал опыт у старших. Благодарим наших коллег за информацию. Итак, дорогой телезритель, как мы уже говорили, мы заинтересованы в вашем трудоустройстве. У нас вакансии.
Специалист отдела техподдержки со знанием японского языка требуется в компанию Майтона. Грамотно построенная речь, хорошее знание русского, английского и японского, знание дополнительных иностранных языков приветствуется. Умение находить выход из неординарных ситуаций, пунктуальность, ответственность и мобильность. Также требуется креативный менеджер Майтоне, интерес к работе, к продвижению мобильных игр, хороших художественных игр, креативность, умение выдержать, визуальность. В общем, ты должен быть просто замечательным человеком. Третья зарплата, кстати, 40 тысяч рублей у всех. Менеджер, комьюнити, саппорт со знанием японского языка. Также требуется Майтоне, знание японского языка, грамотная речь, письменная речь, внимание к деталям, самостоятельность, умение решать конфликтные вопросы. Заработная плата также 40 тысяч рублей. Ну, Майтона очень перспективная организация, очень классная компания, поэтому я думаю, что стоит попробовать туда пробиться, да? Да. Ну что ж, друзья, у нас уже подошел следующий гость. Вы знаете, в эти дни Ассоциация коренных малочисленных народов Якутии отмечает свое 30-летие. И сегодня к нам пришла в гости замечательная женщина, которая приехала к нам из города Магадан. Это Анна Кирилловна Кай, общественный деятель, тележурналист и руководитель Центра национальных культур города Магадан. Анна Кирилловна, доброе утро. Как настроение? Доброе утро. Ну что ж, я думаю, наверное, у вас насыщенная программа в эти дни. Да, насыщенная программа. Конечно, в первую очередь хотелось бы поприветствовать всю Якутию и пожелать в преддверии Нового года всем здоровья, долголетия, процветания и процветания вашей земле, конечно. Спасибо. Замечательные слова, спасибо. Дел очень много, конечно, и мы сейчас будем все-таки работать в жюри. Я приехала работать в составе жюри на «Эхо тундры и тайги». Это фестиваль, интереснейший очень. И, конечно, как эксперт мы поработаю и посмотрим, может быть, мы его еще и сделаем лучше. Да. Ну а в фестивале кто участвует, кого будете судить? Не люблю Судить мы это будем, слово, да. но все-таки. Судить мы будем певцов-фольклористов. И, ну, в основном там будет фольклор, и горловое пение, и национальные эпосы. Я так думаю, что будет очень интересно, потому что ваша земля насыщена талантами именно и певцами, и танцорами. Благодарим. Итак, мы хотели бы узнать, Анна, о вас поподробнее. Да. Расскажите о себе. Но я хочу сказать то, что я работаю прежде всего руководителем Центра национальных культур Министерством Магаданской области, Министерства культуры, я имею в виду. И, конечно, я телеведущая, автор телепроекта Наш «Дыхание коллега. земли родной». У нас в Магадане на областном телевидении. Мин Торангу Хирани. Так звучит на моем языке название передачи. А что это за язык? Это эвенский язык и перевод «Дыхание земли родной». Мы всегда должны напоминать, к сожалению, окружающим, что наша земля живая. Анна, смотрите, вы ведете большую работу в Магаданской области, да? Приезжаете к нам регулярно, уже, кажется, 3-й раз, да, Да, у нас в гостях. да. Как-то можете сравнить, ну, скажем, деятельность ассоциаций, да, национальных, вот у вас и у нас? Чем похоже, чем различаются? Колорит, да. Да. Я бы хотела сказать то, что тут и о колорите, в принципе, это можно опустить с самого начала. То, что у нас намного меньше, у нас всего 4% от проживающего населения Магаданской области, да. И это 6 тысяч человек всего лишь. Около 3 тысяч это эвенов, моих сородичей, около 1000 коряков, около 300 чукчей и так далее. Еще 300 меньше человек? остальных, да. И поэтому я сказала бы то, что у вас более насыщенная республика моими сородичами, потому что, да, эвенов, да, около 15 тысяч, эвенков, это тоже мои сородичи, тунгусо-манжурская языковая группа, их 21 тысяча и так далее, да, все-таки намного больше, и деятельность здесь у вас именно
моих соплеменников намного такая прям обширная. Бурлящая. Кипит, бурлящая. Я вчера в Алтумане была на ассамблее, и мне очень понравилось. Серьезный подход ко всем вопросам абсолютно. И по недропользованию, именно в содействии, да, все-таки мы должны следить за тем, чтобы наша земля Контролировать, была, как с ней обращаются, да? как с ней обращаются. И мы напоминаем, наша земля дышит, она живая. Конечно. Пусть они не забывают об этом. И, конечно, культурная деятельность вашей ассоциации. У вас, смотрите, возглавляет какой писатель, поэт, да, вашу ассоциацию Кривошапкин. И любого, если взять, все талантливые, уникальные, и юристы сильные вашей ассоциации. По поводу юристов, кстати, вы занимаетесь правами, да, То есть, малочисленных да, народов? получается, не только культурой, но и Да. какими-то важными, базовыми, конституционными вопросами буквально. Конечно, я занимаюсь и защитой прав коренных малочисленных народов Севера на территории Магаданской области, потому что какие-то появляются моменты, Вопросы, где-то да. надо помочь своим землякам, что-то решить, какие-то проблемы. И, естественно, они обращаются к людям, тех, которые более известны и более как-то могут помочь. Ну, конечно, в может этом. быть, просто не знают какие-то вопросы правовые, да, в этом То есть надо плане вы направить, поможете. передать, может быть, из рук в руки? Да, со мной работает Виктория Ивановна Фирсова. Она по национальности чуванка. Это, знаете, что интересно? Ну, вот она юрист. Чуванка – это казаки, смешанные с населением Чукотки, да. Но в ее случае это именно с юкагирами. Вот чуванка. У вас и устьянцы, да? Правильно говорю? Русскоустинцы у нас Да. есть. Русскоустинцы, да. Времени осталось очень мало. Мы знаем, что вы умеете петь горловым пением, да? Можете нам немножко Проснулись продемонстрировать? Да, я как представитель культуры все-таки, я умею играть на варгане, кроме этого я хореограф профессиональный. И, естественно, люблю очень фольклор, и всегда меня это увлекало, и я старалась этим заниматься. Ну, давайте хотя Времени бы очень чуть-чуть, мало. хотя бы 20 Да, секунд давайте нас послушаем. порадуйте. Ну, голосовые связки спят, но мы постараемся. Вот. Спасибо Я большое. слушала вибрацию, действительно. Да. Дыхание тундры, да? Дыхание тундры. Мы переходим на перерыв, не переключайтесь. Друзья, ну а программа «Новый день» продолжает наш эфир. Давайте узнаем, что... Какая погода ждет нас? Да, на сегодня? говорят, потеплело. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 32, минус 42. Днем минус 32, минус 31. Заречье минус 35, минус 46. Днем минус 33, минус 39. Южные Улусы минус 24, минус 38. Днем минус 22, минус 30. Вилюйские Улусы минус 22, минус 36. Днем минус 23, минус 38. Нижнеленские Улусы минус 39, днем минус 36, минус 46. Западные Улусы минус 19, минус 27, днем минус 17, минус 20. Колымо-Индигирские Улусы минус 22, минус 49, днем минус 15, минус 39. Янские Улусы минус 42, минус 48, днем минус 27, минус 42. Северо-западные Улусы минус 36, минус 45, днем минус 30, минус 44 градуса. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 37 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем ожидается минус 36, минус 38 градусов. Тема нашего разговора – это гранд-финал чемпионы Якутии. Традиционно для Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия подведение итогов является ярким, запоминающимся праздником, завершающим календарный год. Сегодня у нас в гостях в студии Александр Николаевич Бугаев, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Александр Николаевич, доброе утро. Ну, у вас на следующей неделе прям важнейшие события Да. грядут, да?
Расскажите, пожалуйста, каким был уходящий 2019 год в плане спорта? Да, спасибо. Но если кратко, да, у нас уходящий год, 2019 год, он у нас, значит, ознаменован. Во-первых, это мы начали реализацию федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Да, в этом году строительство спортивных объектов, это приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Мы в республику из федерального бюджета привлекли более 500 миллионов. Ну и, конечно же, это наши юные спортсмены участвовали в первых международных спортивных играх «Дети Азии», в зимних играх «Дети Азии». Мы впервые в истории якутского спорта провели очень такие крупные официальные соревнования. Это Кубок мира по вольной борьбе, где 8 сильнейших команд мира к нам приехали оспаривать самые лучшие команды мира. Да? Также мы в июле месяце провели самые крупномасштабные республиканские спортивные соревнования, мероприятия. Это 7-е спортивные игры народов Якутии в селе Амга, где участвовали практически все муниципальные районы. Да, и, значит, провели чемпионат России по северному многоборью. И этот год у нас ознаменован, значит, он посвящен 70-летию нашего вот прославленного спортсмена, борца, 70-летию Романа Михайловича Дмитриева. И, конечно же, я считаю, что это тоже знаменательное событие. На прошлой неделе к нам приезжал наш министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков. Вот такие яркие события. Насыщенный год прямо для, скажем так, для нашей большой по территории, но небольшой по населению республики. Александр, очень волнительный момент. Есть несколько участников, номинантов, которые, возможно, станут спортсменами года, да? Давайте посмотрим об этом сюжете. Оскар в сфере спорта буквально. Давайте посмотрим. Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта. Владимир Егоров, вольная борьба. Нюргуяна Никифорова, дзюдо. Сардана Трофимова, легкая атлетика. Голосуй за лучшего спортсмена. Отправь указанный код на номер 4647. Гранд-финал. Чемпионы Якутии. Ну, во-первых, давайте разъясним, что такое Гранд-финал 2019. Да, ну это, скажем так, мы тоже постарались, да, вот, идти с ногу со временем, да, в ногу со временем. Если, значит, раньше мы проводили, все вот жители Якутии, все знают, кто болеет за спорт, кто знает спорт, мы раньше проводили по итогам года бал чемпионов. Да. Значит, концепция, сценарий, он не менялся практически с советских времен, да. Мы собирали, допустим, в зале, допустим, последний год это проходило в Триумфе, да. Мы собирали всех, и там, значит, по единому сценарию мы награждали лауреатов и, ну, между ними там с поздравительными концертными номерами. А в этом году, значит, ну, там охват аудитории было, смотрели те люди, которые там смогли подойти, пришли физически, ну, да. Конечно. А в этом году, значит, благодаря вот нашей компании НВК «Саха», благодаря вам, значит, мы решили формат резко поменять. И это будет происходить в прямом эфире на канале НВК «Саха» 21 декабря. И, значит, и смогут посмотреть практически вся республика. Да, и это будет проходить в прямом эфире, значит, и самое главное, тут вот буквально с сегодняшнего дня на канале НВК «Саха» начинается народное голосование, СМС-голосование по 4 номинациям. Это вот лучший спортсмен по олимпийским видам спорта. То есть можно за своего любимчика проголосовать, да? Да. Ну, И то есть каждый житель 4 Якутии, номинации, да? Да, по 4 номинациям. Вот, олимпийские виды спорта, неолимпийские, национальные виды спорта и адаптивный спорт. Ну, Вот. еще раз давайте пройдемся по олимпийским видам спорта. У нас кто номинирован еще раз? Может быть, кто-то не увидел, не успел? Да, номинированы, значит, 3 лучших спортсмена. Значит, из них, вот как я уже сказал, путем СМС-голосования, народного голосования, жители республики должны будут выбрать одного лучшего спортсмена уходящего 2019 года. Это, значит, в номинациях это Сардана Трофимова. Да, это наша звезда легкой атлетики, член сборной команды России. В этом году она участвовала, как вы знаете, в чемпионате мира в Дохе, при страшной жаре. Она пробежала марафонскую дистанцию. Главное, добежала, да. Да, и это, значит, чемпионка России по дзюдо Нюргуяна Никифорова и борец вольного стиля, значит, Егор Дмитриев, он стал в этом году призером Европы, чемпионата Европы. А теперь давайте перейдем к неолимпийским видам спорта. Давайте посмотрим ролик. Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта. Николай Гуляев, шашки. Аял Макаров, спортинг. Матрена Наговицына, шашки. Голосуй за лучшего спортсмена. Отправь указанный код на номер 4647. Гранд-финал чемпионы Якутии.
Ну, давайте вспомним, да, какие у этих же номинантов Да, в этом какие году достижения. успехи. Да, это вот по неолимпийским видам спорта тоже лучшие спортсмены республики, да, вот Матрена Наговицына, она в этом году выигрывала Кубок мира и чемпионаты мира, да, и в этом году мы в республике провели чемпионат мира по стафеточным шашкам впервые, да, тоже в Якутске. Значит, Матрена Наговицына номинирована. Значит, это наш прославленный спортсмен, многократный чемпион России, рекордсмен Аял Макаров по спортингу. И также это наш тоже прославленный шашист, он тоже многократный чемпион мира Николай Гуляев. Это тоже очень достойные спортсмены, и я думаю, тоже жители республики выберут самого своего любимого достойного спортсмена в этой номинации. Далее переходим к адаптивным видам спорта. Лучший спортсмен по адаптивным видам спорта. Степанида Артахинова, стрельба из лука. Владимир Балынец, пауэрлифтинг. Сергей Николаев, вольная борьба. Голосуй за лучшего спортсмена. Отправь указанный код на номер 4647. Гранд-финал чемпионы Якутии. Ну, тоже очень более чем достойные виды спорта, да. Расскажите о них поподробнее, Да. какие у них успехи в этом году. Адаптивные виды спорта у нас в республике, они, скажем так, у них очень хорошие результаты традиционно, да, мы ими очень гордимся. И в этом году, значит, вот из 3 номинированных 2 это у нас практически члены сборной, паралимпийской сборной команды, да. Ну, в свете последних событий, да, которые вот позавчера вот ВАДА решила, да, не знаю, будем следить за этим, да. Вот Степанида Артахинова, она и, значит, стрельба из лука, это Владимир Балынец, пауэрлифтинг, да. Да. А Сергей Николаев, это сурдо. Да, по сурдо, он борец вольного да. стиля, да, тоже многократный чемпион. И тоже в этом году он выиграл тоже очень крупные соревнования, чемпионат России. Настоящие звезды, настоящие Да, борцы на да. самом деле, да? Ну и последние – это национальные виды спорта. Посмотрим. Лучший спортсмен по национальным видам спорта. Николай Иванов, Хапсагай. Сергей Константинов, масс-рестлинг. Алексей Сазонов, северное многоборье. Отправь указанный код на номер 4647. Гранд-финал чемпионы Якутии. Ну, это, наверное, самая горячая номинация. Да, да. Мне кажется, больше всего будут Да, у нас- голосовать. Да, мы все знаем, что у нас национальные виды спорта очень популярны в республике, да, тем более масс-рестлинг и северное многоборье. Вот Алексей Сазонов, он стал здесь, в стенах, значит, да, в республике, у себя дома стал в этом году чемпионом России. Я уже говорил, да, мы провели чемпионат России по северному многоборью, да. Ну и, конечно же, это масс-рестлинг. Вот Константинов, он является многократным тоже чемпионом России, чемпионом мира по масс-рестлингу. Мы все знаем, что масс-рестлинг, он сейчас развивается во всем Вообще мире. просто, да, да. идет развитие очень так быстро, очень идет радует. динамично. Да, и вот такие виды спорта, я думаю, тоже жители нашей республики выберут достойного кандидата. То есть Александр, каждый достоин победы. Александр Николаевич, где можно посмотреть весь список, чтобы уточниться, по каким номерам голосовать? Ну, значит, буквально с сегодняшнего дня во всех социальных сетях, да, и на наших социальных сетях, и вот в газете «Спорт Якутии», на сайте, да. Будет полная информация, да? Будет полная информация. Ну и на канале НВК сегодняшнего дня в день, вот в прайм-тайм, в день где-то вот 7-8 раз будет выходить Будет напоминание напоминание эти о ролики, СМС-голосовании. Значит, и поэтому каждый житель, который будет смотреть телевидение и следить за всеми этими новостями, сможет принять участие в СМС-голосовании. СМС-голосованием решится лучший Да. спортсмен Ну по а можно ли номинации. говорить, что вот такой голден финал будет теперь всегда? Или опять что-то поменяете? Ну, хотелось бы. Да, ну мы в этом году это у нас в первый раз, да, как я уже говорил, поэтому мы потом будет, ну, скажем так, мнение, послушаем мнение людей, да, населения, проанализируем, посмотрим, может быть, что-то немножко поменяется, но мы должны все равно как-то вот концепция развиваться, да, такая, концепция, да, такая пойдет. Я надеюсь, что, может быть, чуть-чуть поменяется, но мы все-таки должны вот идти вперед, и все-таки вот и как в мире все проводится, да, я думаю. В ногу со временем Да. и с технологиями, Посмотрим, да? вот как население воспримет это, отзывы послушаем, посмотрим. Ну и, собственно, когда мы узнаем результаты? Давайте напомним.
Результаты 21 декабря с 19 часов вечера на канале НВК «Саха» в прямом эфире. Пожалуйста, посмотрите, участвуйте, принимайте участие в СМС-голосовании. И, кстати, СМС-голосование прямо закончится во время прямого эфира. Это прямо Да. вот До интрига. 19:00 принимаются смс-ки. Да, и Успевайте. мы до этого никто не будет знать, кто же действительно вот станет победителем. Ну, это действительно Да, как это очень Оскар, только от волнительно, спорта действительно. Якутии. Александр Николаевич, большое спасибо, что вы к нам пришли. Сегодня полную информацию дали. Обязательно проголосуем. Друзья, следите за соцсетями, следите за номерами, голосуйте. У нас осталось еще буквально чуть-чуть секунд. Очень хочется передать привет. Люди пишут и пишут. Друзья, сегодня у моей любимой сестры день рождения. Передайте, пожалуйста, поздравления. Светлану Иннокентьевну Филиппову поздравляю с днем рождения. 60-летним юбилеем. Будь счастлива, бодра и здорова. Мы любим тебя, целуем. Ну, Замечательно. телезрители, мы успели передать одно поздравление. Да, и передаем слово, передаем, скажем так, руль прямого Да. эфира нашим коллегам из Якутского блока. Всего.